Доброе утро, друзья. Ирзи Хелшин. Я уже в Малгобеке. Город-герой Малгобек у нас. И федеральной службе, вот налоговой службе федеральной, приехали делать ибрашки ИНН. Так, и вот я пришла в центр занятости населения. Хочу посмотреть, почему мне не назначили пособие по безработице. Итак, вот немножечко вам покажу. Малгобек, я тут прописана хоть и давно, но 100 лет меня тут не было. 15 лет тому назад, как уехала, представляете, я еще выписку не сделала. Просто еще дом, тот дом оформлен на меня. И покупатели, хотя пока не захотели переоформлять, и поэтому я чуть-чуть задержалась. Не очень чуть-чуть, а хорошо задержалась с выпиской. Так, друзья, ну вот приехали мы домой, все голодные, все хочет пить. Вот насыпала им пшеницы. Приехали, конечно, стараюсь быстрее, но была очередь. Сейчас шумно, я потом поговорю, наверное, вот покормила птицу. Ой. Еще осталось, конечно, видите, много. Мы хоть и зарезали с сестрой, вернее, не зарезали, зарезал мне мой сын. Мы почистили, она у меня была 7 уток почистили, но еще осталось. Даже 22 утки осталось, еще надо девочки резать. Вот как-то так. Хоть мне и говорят, что вот вы говорите, девочки приехали, убрались, помогли, сестра приедет, уток зарежет. Я уже боюсь даже что-то говорить, что мне помогают, что ко мне приезжают. Я уже не знаю. Ну, а что неправильно, друзья? Вот напишите мне, если честно, что неправильно, то, что там, например, приехала сестра, помогла мне уток чистить. Или приехали мои же дочки, помогли мне, там, помыли, сделали генеральную уборку, помыли окна. Что об этом тоже нельзя говорить? Ну, о чем мне тогда говорить в своих влогах? Я просто не понимаю. Я честно не понимаю, о чем мне можно говорить в моих влогах. Если я не могу сказать, что мне сестра помогла, почистила со мной уток. Если я не могу сказать, что вот девочки, мои дочки 2 недели 1 раз приезжают, помогают мне с уборкой. Я не знаю. Я действительно не знаю. Может, вы мне подскажете, что и как. Ой, ладненько. Побежала мы голодные с ибрашкой. Сейчас пойду быстро что-нибудь приготовлю, что-нибудь придумаю. Не знаю, что готовить даже. Пока так на быструю руку. А маме-то я на обед оставила. Еще вчера делали мы голубцы, которые... Оставила ей 2 голубца. Еще с вечера сварила. Думаю, если мы в обед не приедем, то, может, сама она сможет разогреет, поесть. Но она не ела, ждала нас. Сейчас я ей быстренько разогрею перчики. 2 перчика вчера ей сварила. Ничего, себя чувствует нормально. Просто я торопилась, друзья, боялась, оставила маму одну. Хотела, если честно, думала, ей поехала. Думала, буду немного поснимаю в Малгобеке, в город, потому что туда я езжу очень редко, не бываю, практически не бываю в этом городе. Просто прописка на той стороне, поэтому приходится ехать. Но из-за того, что мама одна, и я никого не предупредила, что еду, чтобы присмотрели, даже со соседки не сказала. Ну, маме сказала, если что, позвонишь. Просто у нее утром сегодня давление было нормальное. Вроде бы такая сама бодрячком была, поэтому, думаю, поехали. И так несколько раз ей позвонила. Она говорит, все хорошо, не беспокойтесь, делайте свои дела. Ну, мы нормально все съездили, хорошо управились. В пятницу, правда, надо снова поехать, но уже поедет он сам без меня, мальчик. И вот, наверное, уже на днях выйдет на учебу. Так что теперь я еще и без ибрашки останусь. Так, ладно, не буду здесь с вами разговаривать. Пойду что-то буду готовить и там. А то здесь очень шумно. Пошла я. Так, и вот, друзья, все-таки я решила приготовить для нас ибрашкой кое-что. У меня стоит, я же говорила вам, что у меня всегда бывает готовое тесто. И вспомнила, что у меня есть тесто. И хочу сделать нам с ибрашкой лепешки, джапильдиш. Но не обычные джапильдиш, а с мясом вареным. У меня стояло мясо, ну немножечко осталось. Вот, видите, я его быстренько прокрутила, добавила зелень, чуть-чуть жира. И сейчас сделаю нам печеные лепешки. Именно с таким мясом. Мне очень нравится. Не пирожки, а именно лепешки. Вот что-то на меня навеяло сделать именно их. Быстренько приготовлю нам.
Обычно я делаю не пирожки, а ой, не чапикиш, не лепешки, а пирожки с таким мясом. Всегда. Но вот, а иногда вот импровизирую, и мне нравится делать и лепешки. Именно печеные, не жареные. Потом намазать на них масло. Вот так вот. Я предлагала Еграшке сходить в кафе, но он не согласился. Лучше поедем домой, не будем тратиться и поедем дома. Я купил, правда, воду и все. Так, вчера я в этом палисаднике посадила тюльпаны. И мне теперь надо еще посадить здесь, вот рядом с кухней моей, на заднем дворе, на заднем палисаднике. Все-таки понемножечку я успеваю. Друзья, уже потихонечку приходит все на свои круги, как говорится, на свое место все ставлю. Чеснок посадила, тюльпанчики. Здесь теперь тюльпаны посажу. Ну, сегодня дождя не было, хоть и обещали, если завтра не будет дождя, я хочу еще малину пересадить, друзья. Надо вот из-под деревьев выкапывать и пересаживать сюда, где солнышко. Так, немножечко порвалась лепешечка, но ничего. Так, ну вот так вот. Так, ну и все. Наша лепешка испеклась. Так, ложу маслом и будем с ложкой обедать. Видно. Вообще, я, знаете, как люблю лепешки, любые, и наши, и другие, не намазывать на лепешку масло топленое, а именно вот оставить сухими лепешки и макать туда. И мой старший сын тоже так любит. Не намазывать вот так вот. И мой свекр очень тоже так же. Он не давал намазывать на лепешки маслом. Говорил отдельно мне. Ну, в пиалке отдельно ему масло ставили. Всем остальным намазывали. Вот именно я люблю, чтобы лепешки были не очень такие мягкие, а все-таки немножечко с корочкой, чтобы. Ну, не корочка, они-то мягкие, конечно, но вот именно не намазывать на него. И никогда в жизни, я ни разу в жизни не купала лепешки в воде, как говорится, не мочила их, не мыла. Если тем более они сделаны на кефире, на простокваше, то их не надо мыть. Они все равно бывают мягкие, даже очень. Ой-ой-ой. Вот так вот. Ставишь вкусно, сытно. Или к чаю. Или просто даже заглавное блюдо. Видите, из-за того, что лежало тесто, было немножечко мяса, я быстро приготовила вот такой вот нам обед. Так, и помните, я делала салатик на днях. Помидоры по-корейски. Вот мы их открыли. Они безумно вкусные, друзья. И вот наш с Еграшкой обед. Давайте к нам в гости. Девочки, я сегодня хочу лагманный ужин сделать. Мама картофель не очень-то уважает. Вот поэтому хочу. И кинулась, а у меня никакой лапши нет. Обычно я с такими широкой лапшой делаю. Ну нету. И Брашка, как назло, ушел на баскетбол играть.
Думаю, давай-ка я там домашнюю лапшу сделаю. Из нее мама действительно более любит суп из домашней лапши. Так, нужно сделать два яйца с солью. И просто сейчас замешу тесто. Я не буду даже воду добавлять, потому что нам много не надо. Нас только 3 дома сегодня. Будет у нас лапшичка на лагман. Яйца домашние, лапша будет желтая. У меня 3 курочки несутся, молоденькие. Их вроде бы 5, но не знаю, точно еще не знаю. В один день бывает 2, в другой 3. Наверное, все 5 несутся, потому что обычно не все куры несутся каждый день. Мне кажется, они все-таки все 5 занеслись. А вторым этапом, который я купила, они еще маленькие. Они пока не будут нестись. Так, я без перчаток готовлю для себя, поэтому обычно перчатки только вот когда делаю творог, кому-то тем более на заказ, сыр, вот тогда одеваю. Так, тюльпаны посадила я все-таки, второй палисадник. Друзья, потихонечку все-таки я свои работы завершаю. Так, сейчас я доску положу. Покажу вам дальше. Так, и вот теперь соберем этот кусочек теста наш. Пока он будет лежать, я сделаю уже подготовку для приготовления лагмана. Мясо, по-моему, разморозилось, поставила мясо на разморозку. Давно не делала, вспомнила. Вернее, вспомнила, когда чистила холодильник. Вынимала кусочки пакетики, там написано для лагмана. Я обычно делаю так. Подписываю каждый пакетик. Ну, делаю, когда мясо покупаю, разделываю его. И подписываю каждый кулечек, что для чего у меня. Там для мяса, для рагу, для борща, или для еще чего-то. И нашла готовое мясо. У меня уже кубиками нарезанное, замороженное. Немножечко минут 3-4 помесим еще. И вот, девочки, тесто я замесила. Положила в кулечки, но у нас полежит, пока у меня будет готовиться мой лагман. Друзья, и как я сказала, пока у нас тесто лежит, мы будем делать лагман. Масло я накалила. Его нужно сильно накалить. И, наверное, скажу, что мне для этого надо сначала. Значит, у меня тут мясо грамм 500. 2 небольшие луковицы, 2 небольшие моркови. Ну, такая большая была у меня одна болгарка. Ну, картошечки я только взяла 2 такие средненькие, потому что мама не любит картофель. Томатная паста, соль и перец. Как я сказала, масло нужно очень сильно раскалить и положить сюда масло. И вот пока не выпарится вода от мяса, оно будет вот так вот жариться. Видите, почти вот, ну еще есть вот водичка, вернее бульончик. Выпарится, и потом будем потихонечку дальше добавлять наши ингредиенты. Так, ну вот уже бульончик выпаривается почти. Подрумянится немножко наше мясо. Так, друзья, все, мясо поджарилось, теперь добавляем его. Перемешиваем. Чуть погодя добавим морковь. И вот так вот все поочередно. Конечно, это не будет лагман, как делают, например, там уйгуры, узбеки. Далеко не их не лагман. Ну, вот такая вот вариация в моем исполнении будет, друзья. Так, теперь, друзья, лук немножко прихватился, теперь добавим морковь. И перемешаем.
Так, теперь морковка тоже уже готова. Добавляем болгарский перец наш. И тоже немножечко тоже потушим вместе с мясом, с морковкой, с луком. Я очень редко готовлю лагман, если честно. По идее, мы не любили в семье, но в последнее время что-то нам нравится. Уже подсели на это блюдо. И частенько теперь готовлю. Ну, пусть меня извинят, кто готовит как нужно, но это такая моя версия. И болгарский перец тоже у меня уже почти готов. И теперь на этой стадии мы посолим. У меня адыгейская соль. Не будем сильно солить, потом попробуем, но если надо, будет досолим. И немножко черного перца. Так. И немного красного перца. И добавим в ложки 2-3 томатной пасты. И сразу я поставила воду для лапши. Да, я вот когда еще с гусями там была, хотела поднять эту тему. Мои дорогие, я уже не знаю, я боюсь что-то снимать, я боюсь что-то говорить, потому что обязательно кто-то находится, который недоволен чем-то. Вот меня очень удивило, почему нельзя мне говорить, что мне помогают мои девочки, почему мне нельзя говорить, что вот приехала сестра и вместе со мной чистила уток. Меня действительно это удивило. Но если мне не помогают, почему бы мне нельзя это сказать? Может, это неправильно? Так, вот сейчас немножечко томатик прожарим и будем добавлять, наливать сюда воду. Погода сегодня такая, что вообще не хочется выходить. Правда, дождя не было. Так, немножечко поморосило. Прям буквально даже не намочила землю. Но прохладно. Так, ну и все, вот теперь зальем кипятком наш лагман. Ну, это получается такое блюдо 2 в 1, друзья. И не первое, и не второе. Такое, ну, вернее, и первое, и второе, если по большому счету. Мне кажется, еще нужно воды. Потому что нам еще нужно добавлять картофель. Теперь я немножко убавлю газ. Сейчас солю с картофеля воду. Добавлю картофель. Как я сказала, много не буду. И все, теперь будет, пока вот не сварится и картофель не сварится, ну и вместе с картошкой дойдут и остальные овощи и мясо. Ну, почти готово. Все, пока все. Так, друзья, и вот я сейчас сделаю лапшу. У меня есть такая вот тесто-раскатывающая машинка, которая и тесто раскатывает, и делает лапшу. Так. Немножечко нужно скалкой раскатать, чтобы не сломать нашу машину. А вообще хорошо бы. Ну, у меня бывает, ну, просто вы сами видите, что у меня нет времени, бывает всегда в запасе. Особенно я делаю это зимой, когда делать по хозяйству, конечно, нечего. Так, сейчас посмотрю, видно ли вам. Направлю. Снимать меня некому. Так.
Вот смотрите. Видимо, я не сильно закрутила. Так. Теперь второе. Покажу. Два вида лапши она делает. Одну широкую, одну тонкую. Мы сегодня будем делать широкую. Так. Ой, как сегодня устала, если честно. Ехала домой, думала, ничего не буду делать. Она вот сегодня столько чего переделала. Так, вот, друзья, вот такая вот лапша. Дальше я не буду вас утомлять, как я ее делаю. Сейчас пересыплю мукой. И сделаю из остального теста тоже вот так вот. И получается, видите, вот такие вот полосочки. Это пошире, которая. Так, и, девочки, наша вода уже кипит. Сейчас немножечко налью туда масла растительного, чтобы наша лапша не слипалась. И вот, как видите, вот такая вот лапша у меня получилась. Теперь я ее закину сюда. И лагман почти у нас готов. Картошка с мясом почти сварились. Мы будем ужинать. И вот, друзья, лапша у меня сварилась. Я ее откинула на дуршлаг. Лагман тоже сварился. И сейчас будем его накладывать. Я вам покажу, какой он у меня получился. Сейчас. Видите, вот такая вот лапша. Ну, уже как по усмотрению. Кто любит больше лапшу, кто меньше. Мама любит лапшу. Наложим сначала для мамы. И вот видите, вот такой вот лагман. Подлива вот такая вот. И подольем жидкости, чтобы и посыпем зеленью. Ну вот, друзья, как-то так. На этом сегодняшний день у меня завершен. Мы сейчас поужинаем. Я помою посуду, ну и больше сегодня ничего не буду делать. Как-то немножко и подустала, как уже говорила вам несколько раз. Отдохну сегодня. Всех вам благ, друзья. Большое вам спасибо, кто зашел на канал, кто подписался, кто ставит лайки, кто пишет хорошие комментарии. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно, и вы мне очень-очень помогаете. Вы даже сами не знаете, насколько вы мне помогаете своими и лайками, и подписками. Я не говорю, что морально, я не говорю, что это материально. Вы мне помогаете морально. Когда вы мне пишете хорошие комментарии, когда вы мне просто заходите ко мне на канал. Мне это очень приятно, друзья. Ну вот на этом все.